Вот что касается речного, Печорского речного училища, да, то это была такая организация, каких, наверное, сегодня даже немыслимо представить. Речные училища, вот, которые были в Советском Союзе. Ну вот представь себе вот город Печора, да, такой отдаленный северный город. В общем-то там, кроме речного флота, наверное, там ничего больше нету, не было тогда. Вот такой вот одноэтажный северный город, где там половина деревянных домов, где зимой там было тогда градусов под 50 всегда, да, вот. И вот в этот город, в речное училище поступали люди со всего Советского Союза, со всего Советского Союза. Я могу перечислить там. Самые ближайшие, это, конечно, наши там, ну, Котлас, там, да, хотя там свое речное училище было. Рыбинск были у нас ребята, Кострома, Ярославль. Были ребята из Ставрополья, были ребята из Горького, ну, нынешний Нижний Новгород. Были там из Новосибирска. Был мой друг, приехал из Душанбе, Игорь Капитов. То есть вот это набор нашей группы только, да, вот. Ну, конечно, были и местные, да. Вот Федя Лещенко, вот мой друг, который сейчас живет в Калининграде, до сих пор ходит в море механиком, он, в общем-то, из поселка Тобыч, здесь вот местный, да, как бы так. Ну вот, то есть отовсюду были ребята. Вот все приезжали в Печору, в маленький этот городок. Был конкурс. Когда я поступал в 1973 году в училище, то конкурс был где-то 3 человека на место. Представить надо, да? 3 человека на место. Почему? Популярно было. Профессия речника была очень популярной. Причем у нас было союзное распределение, и направляли ведь не только на Печору. На Печоре было почетно остаться. Особенно в БУПе там, или не в БУПе, вернее, а в ПУРПе, Печорское управление речного пароходства. Или там в других организациях, где платили хорошо, там типа Куминефть. Это было очень хорошее место, если попадешь так. Но направляли ведь и на Дунай. Даже такие распределения были. Направляли на другие реки. Но самые такие, куда не хотели направляться, да, вот это были там Индигирка, Яна, там, Колыма и так далее. Шутка была такая. Между Яной и Индигиркой, это земли Санникова, самые неизученные места. И живет там птица Кигали, розовая чайка. Я потом встречал во Владивостоке ребят, которые попали на Индигирку и оттуда призывались, попали в нашу же учебку туда. Ну как там, спрашивал Колю Васина, из Рязани парень, кстати, учился в Печоре. Он говорит, ты знаешь, вот все бы хорошо, говорит, но нет хлеба и лука. Много мяса, говорит, и хлеба и лука не было. Это вот Печорское речное училище, ну вот как и сеть вот этих вот речных училищ, это были полувоенные организации. И все ждали, когда все-таки дадут военную кафедру, и тогда будут выходить там офицерами флота, да, как бы так, офицерское звание и так далее. Но кафедру так мы и не дождались. Говорили, вот, уже там идут разговоры, но военная дисциплина, она была. Мы носили форму морскую, да, она форма речная, ну, от морской не отличается. Брюки клеш суконные, там все вот это, все присутствовало, роба. Вот эти вот тяжелые ботинки, это вот 15-летние ребята надевали эту форму и уже начинали заниматься строевой подготовкой. Господи, это вот я на службе столько не занимался строевой подготовкой, сколько это было в речном училище. Это для того, чтобы пройти парадом на вот эти дни, там 7 ноября, 9 мая и так далее. Весь город ждал, когда придет речное училище и пройдет строй. Это был праздник. Только вот ради этого приходили люди смотреть на парады. Как проходит речное училище. Потому что мы ходили очень здорово. Сразу же, с первых же дней, да, нас учили строевому шагу. Причем учили таким образом, что вот делили нас на коробки, так называемые, да, там ровное количество, так. В середине идут молодые первокурсники, а с боков 3-й курс, за который уже отработан шаг строевой, чтобы печатать можно было, чтобы было там вот единым шагом, чтобы шли, да, вот каждый, вот там коробка где-то, ну, может быть, человек 20, да, так,
чтобы шаг печатали, вот все как один, так, поднимая там на высоту там 15 или 20 сантиметров, точно уже сейчас не помню, ногу. И вот так вот учились каждый день понемногу. Были разные там, карантин, этот, елки. Мы где-то месяц, наверное, нас вообще не выпускали, а потом стали выпускать по увольнительным. Для 15-летних ребят это, конечно, было жутко. Вот военная дисциплина вот эта вот, да, вот, когда размеренная жизнь такая, да, вот, утром подъем, там старшина будет тебя, вот, разделение на группы, там, да, вот, форма, старшинский состав, да, вот это все, это было уже, да, как бы тогда. И вот везде строим, там, да, вот, это многие не выдерживали, и из первого курса уходили, там, уходили много, но уходили еще и из-за того, что там дедовщина это была. Причем такая суровая, просто что в армии такой дедовщины не было ведь, да, потому что все-таки в армии там, ну сколько, 2-3 года служат, да, 2 года, допустим, да, и там над тобой не так много, там, начальников, а здесь ведь их много. Здесь фактически ты приходишь на первый курс 15 лет, да, а над тобой второй, третий, четвертый курс, причем четвертый курс, это уж 15-летнему мальчику они казались вообще такими, вообще просто, ну вот, огромные такие мужики, которые там приходят к тебе в шинели. Ты уже там вообще просто такая дедовщина. Вот это можно долго очень рассказывать. Например, когда четвертокурсники или черпак по речному, там, на таком сленге речников, курсантов, черпак, когда заходил в роту, дневальник, стоя на тумбочке, кричал: «Рота смирно». Такие вот вещи. Ну, естественно, что были и такие очень сильно развитые неуставные эти взаимоотношения. Например, там, когда я получил первую стипендию, да, ну, пришли, я не знаю, какой это курс был даже, ночью разбудили, спрашивают: «Ты стипендию получил?» Ну, я отвечаю: «Получил». Ну, так отдавай сюда. Я говорю: «Не отдам». Тогда меня стали бить, просто вот зверски избили фактически, но я не отдал свою стипендию, конечно, так. Но подушка у меня была вся в крови. И ни одного меня, там многих тогда вот, видимо, кто-то из старшекурсников решил выпить за чужой счет, а может, своих не хватило денег. И такое тоже бывало. Разборки бывали частенько такие между курсами. Ну, самые младшие, первый курс, да, доставалось на орехи очень часто, это точно. Ну вот, и вот это вот очень многие не выдерживали, и в конце концов уходили многие. Многие просто не могли учиться. Все-таки предметы были очень сложные, довольно такие. Это, ну, на первом курсе может быть больше общеобразовательных предметов, но такие вот, ну, как история, там, литература, там, да, все. Кстати, забавно. Я помню, что мы на уроках русского языка учились писать объяснительные, там, ну, такие вот такие записки, потому что приходилось писать их много, да. А когда-то на 4-м курсе уже мы нашли архив, случайно совершенно, ну, может быть, выбросили его как-то, да, вот. Это набор там объяснительных наших, которые мы писали на 1-м, на 2-м курсе, да, как бы так. Я помню, был у нас такой хохол Володя Пономаренко, откуда-то с Украины он приехал, такой большой, какие плечи огромные, да, вот такой мужик просто, вот. Он был очень резкий, да, мы уже с местными враждовали, да, и он, ну, всегда в драках там участвовал, да, вот как бы так, и всегда был первым там, и причем так резко очень, что не успевали реагировать люди. И он, его объяснительно, он потом, по-моему, условно ему дали тогда 2 года за драки, за эти. Ну, у нас очень многие условно там получали. Были такие ребята. В общем, и вот он пишет объяснительную. Вот такого-то числа я там вышел в магазин, но потом решил сходить в кино. В кинотеатр «Космос» зашел, просидел там фильм, потом вернулся, и вот там получилось так, что он опоздал из увольнения, там, да, как, прошу не отчислять меня из комсомола. Вот такие вот диссонансы, да, вот когда человек
ходит на улицу и дерется там с толпой местных, а тут вот пишет такие вот вещи просто, да, ну это обычная вот была такая жизнь, вот советская, вот в этом речном училище. Враждовались местными. Что было, то было. Это просто жутко было. Раздавали, там вообще Печора, она делилась там на, ну, традиционно там, это речная часть и железнодорожная, да. Сами вот речники, речная часть, да, они враждовали с железнодорожной частью. Там у них происходили стычки. Мы враждовали и с речной частью, ну, там были у нас друзья еще все-таки, да. Но больше всего враждовали с железнодорожной частью. Еще район был в речной части геологи. С геологами у нас постоянно была бойня. Это вот просто традиционно как-то так шло. Причем такие драки были, что, ну не знаю, как-то мы уже учились на 2-м курсе, расскажу. Мы уже учились на 2-м курсе и приехали с картошки как раз. На картошку возили нас в деревне. Там печорские деревни сажали картошку. Сейчас не сажают ничего. Вот. С картошкой приехали и шли по гражданке по улице. Вдруг откуда-то на нас напали местные. Ну, там Дом культуры речников, были танцы. И они узнали, что мы там гуляем. Там, и, в общем, ну, мы, конечно, там отбились от них с помощью ремней. Вот это было очень такое искусство речника надеть правильно на руку ремень. Вот так, раз, и он наматывается на руку и больше не соскальзывает. Ремни были кожаные, мы выписывали их из военторга с такой бляхой, еще бляха заточена с краев, чтобы если попасть, то попасть. Потому что ремни речников, они были картонные, и бляха гнулась там. А вот эти вот морские, военно-морские ремни, они были жесткие, классные. Наматывались очень хорошо на руку кожа. Потому что, вот. И, ну, конечно, мы отбились, там человек 5 их было, но они побежали в ДКР и звать подмогу. А в это время шла наша рота на прогулку на вечернюю. Там. Мы там договорились, они встали за угол, такой был маневр. И когда толпа вылетела, ну, я не знаю, нас было человек 5, да, мы по дороге рассредоточились так, и так, ну, конечно, отбивались ремнями, да. Мне ударили, помню, в ухо, я улетел, ну, просто, и тут наша толпа, это вот речники бегут. Черная масса, как вот морская пехота в войну. И блеск ремней в свете фонарей, это было что-то. Потом рота построилась, когда все было закончено, рота построилась и ушла в кубрик. Мы тайком пробрались тоже, и тоже. Ну, пока мы пробирались, ну, по гражданке были все-таки, да, мы видели, как машины милицейские, скорая помощь, то все это. По «Голосу Америки», говорят, передали, что военнослужащие избили гражданских. Ну, такое тоже было. Но вот это все вот как-то, кто ушел, кто нет. Уж ходили просто, вот, например, там был парень из Новосибирска, Гуляев Юра, в нашей группе тоже был. Он ушел после того, как в технологии металла был такой предмет, он написал, там, ручку передавали, может быть, даже не он написал, но на гранях авторучки, на гранях, ну, шариковой авторучки были написаны формулы. А Ник, вот этот преподаватель Николай Николаевич Жуков, он терпеть не мог, когда на его предметах списывают. Он просто считал, что технология металлов, то есть как варят сталь, как вот это все, да, вот, это должно, вот каждый мужчина настоящий должен все это знать. И он когда увидел шпаргалку вот, на гранях авторучки, он просто добился того, что Юру исключили. Было и такое тоже, почему нет? Ну, а когда вот возникло первое удовольствие, что вот она настоящая профессия, там, может быть, когда на корабле куда-то там пошли, нет? Да, вот это вот восторг. Нет, вот на практике, да, вот когда уже мы были действительно на теплоходе, вот уже вот после 2-го курса, там, да, вот, когда дадут постоять за штурвалом, тогда вот, это, конечно, ловишь кайф от этого. Это вот вообще просто, вот, это непередаваемое удовольствие, вот стоять за штурвалом и рулить, там уже вот на БТК, где мы вот, это колесный толкач, там, буксир толкач колесный, так называемый, да, вот,
там уже где-то были штурвалы, а где-то уже такие ручки, джойстики были такие, джин-джин. Но, тем не менее, удовольствие получаешь все равно, когда видишь, что теплоход раз выравнивается, идет по створам, там, да, вот это все, это кайф действительно. Я уже не работал, как-то в экспедиции был, на Печоре, там, да, мы ездили в Вижму, там, а по-моему, до Кипиева на катере, там, 92-й год был, 92-й, 93-й год. Я попросил ребят, дайте мне постоять за штурвалом на катере. Я стоял за штурвалом, и Царство Небесное был этнограф такой, Олег Котов, и он всегда мне сказал, говорит, слушай, говорит, у тебя было такое, говорит, счастливое лицо, ну, видимо, да, это еще осталось. Вот, конечно, вот сама работа вот эта вот, да, она, конечно, приносила удовольствие, но учеба, это ужас. Ну да, 2 диплома давали. Один диплом, то, что ты закончил среднетехническое образование, там, да, судовождение с правом эксплуатации судовых силовых установок, диплом судоводителя, да, у нас был такой. А второй диплом — это рабочий диплом, да, то есть тебе дает квалификация штурмана, второго помощника капитана, второго помощника механика, да, вот как бы так. Но я рабочий диплом не получил за свое хорошее поведение, видимо. Вот. А как это происходило? А что там? Ну, конечно, это было торжественно, да. Торжественно вручали дипломы, там все это вот как-то так, это вот присутствие. И давали сразу направление, да, вот куда вот ты идешь. Я помню, что там сидели все представители всех вот этих вот организаций, да, которые вот, принимали все такие вот, была же форма хорошая, да, вот мы-то, ладно, в морской форме, а у них тоже были кители, да, вот у всех, и в зависимости от там должности, да, здесь нашивки на руках, там, да, капитанские фуражки, все это было классно, это смотрелось очень хорошо, было почетно, и вот там сидит такая комиссия, да, ты заходишь в комиссию один, садишься на табуретку, и тебя начинают обсуждать. Да, это было, ну, это было торжественно с одной стороны, а с другой стороны, вот, и направление давали, да. Ну, меня хотели направить, я заходил, у нас курс был самый большой, да, вот за всю историю Печорского речного училища. Я заходил 102-м, предпоследним, 103-м заходил за мной Юра Пешехонов. Я помню, что начали меня обсуждать, распределение было, начали меня обсуждать, кто-то сказал, давайте отправим его в ПУРП. Встал начальник ПУРПа, ну это Печорское управление речного пароходства, говорит, нет, говорит, у нас, говорит, своих таких хватает, говорит, давайте, говорит, мы отправим его на Индигирку. А встал тогда Анисимов, начальник речного училища, и сказал, нет, на Индигирку я оставил место для Юры Пешеходова. Последнее осталось. В общем, меня отправили в БУП, бассейн управления пути, в Шиляюр. Это как? Это обстановочник, катер-обстановочник. Ну, кто вот на катере там работаешь и меняешь там буи, там вот эти вот бакины, там створы на берегу. Ну, то есть следишь за обстановкой на судовом ходе. Багенщик, в общем. Ага.